Добрый вечер всем, кто сегодня добрался до нашей подземьи. Ну, в ogóle, конечно, та атмосфера и той форме, які зараз есть, интернет нас подштовховують до того, как думать про то, что важно, что не важно. Вот мы возможно обмірковували, ці варто проводити такий стол, але мені подається, що може якраз та тема, про яку ми будемо казати, це не тільки доля культури, культура, як то, на чим ми базуємося, це, в принципі, визначає то, чим ми живемо кожен день. І то, як ми потім зустрічаємо які події, як ми реагуємо на які рішення і так далі. Тому я думаю, що все ж эта основа, это важно. Сегодня, в принципе, может подаваться, что должен далеч. И, я думаю, что мы сегодня будем лучше размовлять не про эстетичный бок, в сенсі образів, які пропонує Михайло у виставі, у своїй книжці, а лучше про цю справу праці з культурою, праці з кольором, и то, что мы можем с этим набить, и я время удачно, что мы слово які сьогодні собрались, бо я якраз абсолютно такі профани в цій сенсі, і чоловік, який хоче виступає, мені буде справді цікаво зрозуміти, як можна сьогодні працювати з кольором, тим більше з неким традиційним виступанням, тому я просила Михайла трохи для такої справки, трохи розповісти мені про працю з гэтай теми, цю дослідчу працю, що, для чого, як, що можна зробити. Ну, передусім, так само, ще удокладніть інформацію зустрічі, ми говоримо не про виставу і не про книгу, це тільки інформаційна нагода, як зібратися, поговорити на ті теми, про які Тетяна говорила. І, працюючи над книгою, притик, підійшовши до цієї тематики, колір кольору історії культури, там явно визначаються несколько аспектов этой темы. Одна, видать, она наистарейшая, это самоидентификация, самоидентичность. Бо кольори, на протягу всієї історії, вона з'являється таким могутним фактором власної ідентичності. І навіть зостаються такі. Другий момент то, що колір не існує сам по собі ніколи. Він завжди на чимось, на нейкій носиці. І вивчаючи фізичне вимірення, кольору фізичного вимірення, ми завжди так чи інакше докранаємося до цих носбитів. А докранаючися до носбитів, ми тим самим просто ліпше розуміємо культуру, як вона розвивалася, як вона виглядала. Ми не просто ведаємо про артефакти, ми починаємо її відчувати, розуміти. Це так само, мені здається, важливо, це ведення власної культури, власної історії. І третя основа, до якої я прийшов під час праці, це те, що сама культура кольору, ставлення до нечого важного в повсякденному житті, не тільки повсякденному, з'являється певною традицією. Як європейською, широким сенсом, європейська культура весь час вельми серйозно ставилася до цієї теми. Тим вона унікальна. Гэта для культуры беларускай, дзе таксама да колеру ставілася вельмі сур'ёзна. Да гэтых спалучэнняў, да таго, как гэта ўсё гарманічна выглядала, пачынаючы ад позняга барока, гэта ўжо такая развітая культура беларуская, якая, як мне здаецца, страчана. Тому зараз такое стаўленне да колеру альбо гэта літаратуршчына, і людзі аперуюць такімі паняткамі вербальнымі. Вось гэты колер теплый, значит, добрый. Гэта светлый, значит, ён не разъясніць паміжкамі. Гэты сумны, гэты шэры, і вось гэта непрыняцце шэрых колеру як синоніма літаратурнага чагось такого нуднага. Гэта безумоўна спрашчэнне гэтай культуры, якая насамрэч візуальная і стварае, в прынцыпе, наша паўсядзённасць, стварае наше жыццё. І урэшце рэшт все намаганні і все мары накіраваны на то, каб гэта жыццё было лепш. Каб жылося комфортна, зручна, каб горад гэта быў комфортна і зручна.
так би без вертання значності культури кольору і колористики не обійстися. І це ось три такі теми, які мені подаються важливими для основних. Далі те саме може я представлю, коли ти нас будеш. Ми вирішили, безумовно, ми чекаємо ваших питань, бо, може бути, якраз збоку значно легше бачно всі болевые кропки, або важные кропки в этой проблеме. Но мы хотели бы пропонувати як мінімум 3 пункти різних ракурсів этой проблемы. Это Ілліна Шиндлер, это кольородизайн, і шире кольори в штучному осяроддю, які ми говоримо. Леніна Миколаївна, це культура кольору у адукації, так умовно тема сформульована. Як ці веди ретранслюються, тому що, може бути, там не всі ведаються, але якраз у Білорусі, у Білоруській академії мистецтва вельми добра школа в этой колористики. І Леніна Миколаївна найліпший спеціаліст у Советском Союзе в свой час була, написала підручники, по яким вчилися на всіх мистецьких курсах. І Федір Кашкуревич, він закране таку тему, як актуалізація тих ведів, які у нас є в комп'ютері. Передусім, це тичиться історії, історичних ведів і народної культури. Ще мусила бути подарня Лобачевська, яка закранула тему дослідження і різних підходів. Подходы могут быть науковые, коли все время докладно получается, переписывается, и такие працы робятся, но их чомусь никто не читает. Ну, передусім заготовить формат такого серйозного. И есть мастацкое раскрытие интуитивное, опирающееся на некие факты и фактуры, человек это ретранслює у громадськості. Есть, еще третье, можно назвать реконструктивизм. Коли чоловік не тільки це все вивчає і руками протирає, а ще й приміряє це на собі і спробує узнавати не тільки знешний вигляд, не тільки форму, але і зміст. Тобто, чуть себе, як на місці того чоловіка. Ну, наша господарня Лобачевська говорила, і сьогодні не змогла просто. Може бути, я не ведаю, чи ми почнемо по порядку, ви вислухаєте то, що ми подрихтували, чи одразу почнеться у нас завалювати? Питання. Питання? Ні, ми почнемо завалювати, тому я буду не так. Я звернулася якраз до цього питання едукації, бо ви з одного боку мені покаже про вельми істотну школу, а з другого боку про те, що традиція страшна. Ну, ось страшна традиція культури кольору. І ці вуглі, це можливо навчати, треба навчати тільки професіоналам, ці це ніяке інше навчання, як в цих словах. Так, это был вопрос, да? Ну, это было подводочка. Бачите, коли ласка, я на русском Нема проблем. Да, так, пожалуйста, в 2 словах повторите вопрос. Михаил сказал, что с одной стороны у нас очень углубленная хорошая школа, профессиональная школа, да? С другой стороны, он говорит, что вообще культура цвета, ну и работа с цветом утрачена сейчас. И мы наблюдаем некий хаос. В культуре, в широкой культуре. Как это связано? Почему профессиональная школа у нас есть, а культура нет? Вы можете любую тему, которую считаете нужной. Да. Любую тему, которую считаете нужной. Ну, меня, наверное, не видно из-за этого всего, правда? И микрофоны выбираются свои. Когда я получила, так сказать, запрос или приглашение на это мероприятие, называемый «Круглый стол», я составила таких 2 плана, что ли. Один план можно назвать грандиозным, да, и мероприятия, которые там намечены, имели целью поднять
цветовую культуру в нашей республике на достаточно высокий уровень. Поскольку задача актуальная, поскольку в некоторых отраслях, так сказать, промышленности и культуры у нас наблюдается в отношении колористики просто ужасное состояние. По-моему, у меня создалось такое впечатление. Ну и, значит, нужно что? Нужно как-то наметить план более-менее реальных действий, которые бы привели к достижению вот этой цели, к повышению культуры цвета. Где, точнее, в области производства товаров потребления, полиграфии, рекламы, среды обитания людей. То есть достаточно широкая область тут очерчена. Ну и как я себе это представляю выполнение, достижение этой цели? Ну, во-первых, начинается, конечно, с воспитания. Причем воспитание детей с самого раннего возраста. Это занятие рисунком в детском саду, в младших классах, школ, кружках, в студиях молодежи, на занятиях рисунком, значит, чтобы там был не только рисунок карандашом, акварель, другие материалы. И на этих занятиях нужно давать первоначальное понятие о цветовой гармонии, об отношении формы, пространства, цвет, о психологическом воздействии цвета. То есть, ну, так, если сразу предвосхитить вывод и сказать в одной компактной фразе, что нужно делать. Нужно начинать воспитание цветовой культуры с самого детства, и продолжать в течение всего периода созревания человека от ребенка до специалиста в определенной области. Ну, затем профессиональное образование должно быть на высоком уровне. И как это я понимаю, нужно преподавание колористики должно быть связано с последующей деятельностью данного специалиста будущего. Значит, будущей профессии связано. Ну, например, для текстильщиков или для модельеров можно задавать такие задачи, как колористика моделей осень, так, или там май, листопад, или лыжная прогулка. Вот задаем конкретную тему, и студент или учащийся, или кружковец, все равно на любом уровне, он знакомится то есть пытается решить определенную задачу, а преподаватель или руководитель, естественно, как контролер, там направляет, объясняет ошибки, достоинства и прочее. Ну, затем, конечно же, научные исследования нам необходимы. Вот мы, например, слышим жалобы такие, я лично сама в ужасе, когда я попадаю в магазин гастрономный, тут надо темные очки надевать, потому что там, где рекламируется продукция, реклама, вот эта торговая, то просто невозможно смотреть, слепец буквально там слепящие действия производят. Значит, тут какой-то, конечно же, непорядок. Или отдел, там, где товары для детей, тоже просто кошмар. Но считается, что чем ярче, тем лучше. А на самом-то деле это не так. Ведь и для детей нужно работать культурно. Для этого нужно, конечно, для того, чтобы повышать, так сказать, культурный уровень, нужны научные исследования.
И, конечно же, изучение цветовых предпочтений различных слоев населения. Ну, допустим, вот ведь наше общество, оно напоминает торт Наполеона, так, из выражения. Может, не такой сладкий, но это реальность. Общество расслоено на социальные такие группы или слои. То есть это же ясно. Ну, есть у нас интеллигенция, там, творческая интеллигенция, да. Есть, допустим, педагоги, юристы, то есть интеллигенция, обслуживающая потребности людей. Потом есть народ, который в цели обслуживания работы. Ну, там продавцы, сатиры, счетоводы и так далее. Не буду уже продолжать, понятно, о чем речь идет. Так вот, когда мы занимаемся исследованием цветовых предпочтений, то нужно учитывать вот эту стратификацию общества. И, конечно, изучать эти предпочтения раздельно для каждого слоя или группы населения. Но затем нужно исследовать также качество выпускаемой продукции в отношении цвета, продукции промышленных предприятий в отношении цвета. И это должно делаться профессионально, потому что, конечно, есть такие производства, в которых продукция способна только нам испортить зрение и настроение. Да? Затем, конечно же, нужны теоретические разработки. И это можно сформулировать так: цвет культуры как характеристика или показатель уровня развития нации, цивилизации. Вот можно у моего соседа, уважаемого, тема такая, это колористика культуры белорусского народа, да, в основном, и мне кажется, как вы пока на этом остановились, да? Я вот так, и все. Да. И видите, вот не хочется идти дальше, потому что дальше идет, так сказать, пустое поле, вакуум идет. Ну, дальше другие народы. Нет. Другие народы уже дальше, другие народы. Нина Николаевна, можно Другие вам вопрос? народы, допустим, те же люди, которые в Беларуси проживают в городах, занимаются различными там профессиями, они уже не деревенские люди, не занимаются сельскохозяйственным трудом, у них другая психология, другая культура и, естественно, другие предпочтения. Вот их нужно изучать. Для чего это нужно? Для того, чтобы образовался какой-то слой исследователей, занимающихся этим вопросом, который бы ответил на вопрос. Вот производственник, он выпускает определенную продукцию, ну там, скажем, вот, рекламные плакаты выпускает. Он не совсем образован, кстати, художественно, но ему нужно быть уверенным, что вот это правильно, это хорошо, это соответствует потребностям нашего общества, нашим вкусам и так далее. Кому обратиться? Кому обратиться? Сейчас вот обратиться фактически некому с таким вопросом. Нужно, чтобы был какой-то у нас слой, хотя бы не очень толстый, но тонкий, хотя бы в виде какой-то лаборатории, или лучше, конечно, института, какого-то раздела в Академии наук, я не знаю, одним словом, коллектив, изучающий вот этот вопрос. А можно вам вопрос? Да, первый. Что? Можно вопрос? Пожалуйста, да. Нина Николаевна, извините, если я вас перебил. А вот скажите, пожалуйста, вот цвет куклы Барби, как он вкладывается, скажем, в цветоведение вообще? Есть ли цвет куклы Барби, если он вообще как цвет, альбо люминесцентные, например, да, цвета, они, вот вы как ученый, да, вы их рассматриваете как цвет или нет?
Да. Но вообще-то они, скажем, влияют на массовую психологию, на детей, на бизнес, да? Вот, ответьте, пожалуйста. Вы рассматриваете вот эти люминесцентные цвета? Я недаром начала с того, что можно было бы начать от другого конца. У меня тут есть, так сказать, несколько прикидок таких, как взяться за это дело, понимаете, начать. С чего начать? Какую цель поставить, какую методику выстроить. Вот это же все, прежде чем начать что-то делать, надо составить себе план, как что делать. Вот поэтому я начала, и, наверное, это будет концом всех размышлений. Воспитание детей. Воспитание это совершается различными путями, в том числе и через игрушки, конечно же. Конечно, Да? да. Через игрушки. И вот мне был задан вопрос, если конкретно говорить о кукле Барби, то я уже вышла из того возраста, когда я вам скажу, что Не про цвет. мои правнуки уже учатся в школе. Притом старшая правнучка, уже 14 лет, она уже барышня, старшая правнучка. Я во втором или третьем классе. Барби. То есть это уже нельзя назвать детьми, это уже подростки. Да? Поэтому я хочу мотивировать свой отказ судить о кукле Барби. Давно их не видела, а сама уже давно не играла в Москве. Хотя... А с какими цветами вы играете? Скажем, вот в своем городе? Нет, давай, Леонид Николаевич, Да. может Да, быть, это закончим. короткий ответ будет. Я очень люблю белорусскую природу, и вот этот воздух от меня очень-очень впечатлил. Я уже тут всем говорю, всем нахваливаю, что это вот то, что нам нужно, понимаете? Вот экологистика тут, и все остальные качества, не стесняюсь публично огласить, ставлю самую отличную оценку. Вот это вот мне очень нравится. Вот если хотите знать, что мне нравится, то посмотрите. Только за исключением некоторых рекламных, вот там голубые глаза, так сказать, это, не знаю, это не относится к цветам моего предпочтения. Насыщенный голубой я не могу. Ну, это православная эстетика, это одна из простых нашего пирога. Что, голубой? Да. Ну не такой же ядовитый. Ну, к сожалению, так. Можно. Вы К сожалению. Это ведь проблема, когда вы говорите изучение, да? Вот одно дело мы изучаем и соответствуем потребностям, а другое дело мы воспитываем что-то. И боюсь, что если мы сейчас начнем изучать потребности, то вот все цвета, про которые вы говорили, ну, от которых плохо становится, они будут приоритетными, они будут востребованными, к сожалению. Поэтому вот, мне кажется, тут надо выбирать, что важнее, соответствовать потребностям или навязывать в каком-то смысле другой вкус. Вот, уважаемые господа, может быть, с этого надо было и начать, что поскольку мы с вами задались такой задачей, извините за тавтологию, или такой целью повысить уровень цветовой культуры Беларуси. Ну, хотя бы в нашей стране, да, хотя бы, это было бы уже хорошо. Поскольку мы задались такой целью, то мы должны понимать, что эта цель очень трудно достижимая. Для этого нужна работа целая, я бы сказала, ну, армия, ладно, я бы сказала армия, но пусть не армия, пусть отряда, пусть какого-то вот института небольшого. Работа в течение многих лет. Если говорить конкретно, допустим, мы займемся хорошим коллективом, то за 10 лет мы кое-что можем сделать, но далеко не все. Потому что отношение к цвету – это дело очень тонкое, цветовые предпочтения, выбор цветов. Ведь в народе говорят, на вкус и на цвет товарищей нет, да?
И что вы мне будете рекомендовать, и там вот этот розовый, Есть такой этот товарищ. серый, коричневый, а мне нравится вот ружевый этот цвет. У меня кофточка есть такая. Деликатного порошкового колера. Слава. И у меня подружки говорят, что ой, я добрая, прекрасно, да. Я уже перехожу на польский язык. Переходите или не начинайте? Михаила со мной сидит, и меня как немножко влияет. Да. Да, так, значит, вопрос, вот нужно это обязательно сказать, потому что если прочесть, например, вот мой список, вот такие как перспективы налаживания, построения вот этого большого дела, перспективы, для того, чтобы хоть чего-то достичь, нужно запастись терпением. И вот начиная с детского сада, буквально с ясель, с педагогов и школьных, и детско-садских, и вузовских, да. Тут, понимаете, если развернуть этот вопрос, получается столько вот этих подразделений, что не перечесть, да. Да, так на чем я остановилась? Вот я перечислила направления, которые, ну, с моей точки зрения, можно было бы принять и начать хотя бы что-то в этом направлении делать, для того, чтобы наши потомки, наши ученики, может быть, внуки, чтобы чего-нибудь, идя по этому пути, они чего-нибудь достигли. Значит, изучение цветовых предпочтений, так, теория, цвет культуры, как цвет культуры, да. Вот тут я хочу сказать, что у нас уже, думаю, это не будет не скромно, я прочитала вашу рукопись, да, и у нас уже вот один человек, целый один человек уже занимается изучением. Два уже живые, уже. Я уже, Если позволите, так, два. человек, как сходящий, так сказать, с исторической арены, с вашего позволения. Да, пусть два. Два это тоже не такое уж могучее число. Так вот, один человек, присутствующий здесь, уже начал очень серьезно и углубленно изучать вот эту вот культуру цветовую. На уровне языка, на уровне этимологии. И тут же все это связано с производственной культурой, с бытом, с общественным устройством. Одним словом, цвет – это такое сложное дело, что я за отведенное мне, сколько мне, 2 минуты дали, да, 3 минуты? Ну, а 10? Я 10. Даже за 10 я даже приблизительно, так, чтобы понятно, конечно, не берусь изложить. Так. Так, теперь, что еще? Может показать, если прочесть этот список, то человек, хоть сколько-нибудь опытный в этом деле, может сказать: ого, на полстолетия нам хватит трудов, и кто же этим будет заниматься, и вот в данный момент, где же эти кадры, где эти средства. Так вот я подумала, что поскольку мы уж с вами встретились, то мне бы не хотелось быть, как говорится, голословной. Да. То есть вы мне вправе задать вопрос, а как, с чего начать и как это организовать, чтобы какое-то было хотя бы небольшое уже движение, буквально, завтра, послезавтра, вот так скажем, если не сегодня. Задаю вот такой вопрос. Что? Задаем. Да. Вот я вам попытаюсь на него ответить. Это называется, я так это назвала, практический аспект. Как спасать, как говорится, наше положение с цветовой культурой. Там, где требуется спасение, потому что есть же у нас области прекрасные цветовой культуры. А какие у нас области прекрасные, чтобы уже знать, что спасать не надо? Нет, Какие области? Хорошо, это я, между прочим. Это так. Я хочу поболтать. А я вот сейчас только не смейтесь. Значит, практический аспект.
во-первых, в бюджет республики должны быть заложены средства на эстетическое качество объектов. Тут идет список объектов. Это и фасады зданий, это интерьеры разных и производственных, и всяких учреждений, это и прочее, и так далее, и так далее. Значит, в бюджет должны быть заложены средства, деньги, да? Теперь второе. Предприятие, которое выпускает какую-то цветную продукцию, должно заказать специалисту рекомендации по цвету. Понимаете? Вот специалист должен посмотреть их продукцию, возможности в широком ассортименте и дать свое заключение. Вот что хорошо, что плохо, а что так вот надо подправить. Вот в таком плане, да, это второе. Причем этот специалист должен быть не просто какой-то приглашенный. Меня лично так и приглашали, как преподаватели этого предмета в институте, меня приглашали. Я вам чуть попозже, если позволите, расскажу. Я проводила обследование, в общем, эту работу уже практиковала, да. Вот, значит, это второе. Но как? Я за это, как говорится, никакого вознаграждения не получала, естественно. А вот тут должен быть, знаете, если не вложить средства в что-то, то у вас ничего и не будет. Это что и ясно, да? Маешь, давай гроши, маешь вещь. Вот так. А если не вложишь гроши, так и не маешь ничего. Так вот, этот специалист, эксперт по цвету, которого приглашают там и туда, и сюда на предприятие соответствующее, должен, конечно, быть или там на зарплате, или договор с ним заключать. То есть, короче говоря, этот труд должен поощряться и оплачиваться. Вот такое мое мнение. Дальше. Значит, специалист изучает ситуацию. Вот, допустим, примеры после. Изучает ситуацию и дает рекомендации в письменном виде, с иллюстрациями. Все это должно быть отпечатано, опробировано, может быть, кем-то, может быть, там в академии наук, где-то в институте, занимающемся проблемами цвета в культуре. Значит, это не должно быть просто вот его личное дело. Я пришла, мне там тот понравился, тот не понравился. Я написала заключение. А это не должно быть так. У меня должна быть определенная рекомендация, должность, профессия, утвержденная кем-то, Нина Николаевна, уважаемая, попросите, пожалуйста, что я Хорошо, ожидаю. ладно, я сейчас кончаю в двух словах. Значит, и первый, второй и третий этапы должны, конечно, быть оплачены, да, по бюджету. Предприятие выполняет эти рекомендации за счет специально выделенных средств бюджета. Значит, в бюджете нужно закладывать средства вот именно на эстетические... Пробачте, вот я не тому, что на вас, что вы долго. Просто Да. вы говорите про бюджет, про некие, А а мы ось даже- ми до этого ніякого не маємо дочинення. Ми ніяким чином не можемо це зробити. Но мы, может быть, мы нечто иншее можем Поставить сделать. вопрос. Ну, не перед этими людьми. Извините, я перебила, да? Нет? Это я вас перебил. Хорошо, да. Мы перебили Друг друга. Простим друг друга. Я же здесь не упрекаю никого, что он не в силах ничего сделать. И, допустим, я сама, допустим, я мало что могу сделать. Поскольку уж мы все собрались, мы все заинтересованы, то надо же какой-то план создать, план действий, правда? Да. Принять. Ну, надо Причем как-то план на себя рассчитывать. и Да, ближайший. да, бюджет. Теперь на себя. Теперь о себе. Я теперь могу сказать, что я, когда преподавала в институте то ко мне обращались предприятия. Вот завод математических линий, по-моему, как был завод, потом как на Комаровке, там вот завод
Да, и другие, фабрика пошива одежды, обращались за рекомендациями, как оформить интерьеры. И я с группой студентов ходила, осматривала это все, составляли рекомендации. Каким образом? Значит, мы составляли колерные карты буквально для всех участников, для одного цеха. Причем в этом цехе может быть одна стена такого цвета, а другая другого цвета. Потому что мы учитывали ориентацию, учитывали, как там производственный процесс проходит, где нужно светлее место, где оно может быть приглушено немножко, понимаете? Значит, мы со студентами приходили, еще ни о каких бюджетных, как говорится, делах речи не было, а мы просто в порядке помощи производству. Составляли рекомендации, давали им, и они уже дальше находили или не находили деньги для того, чтобы выполнить эти рекомендации. Но у меня вот был позитивный опыт. Так, уже вы скажете, уже, да? Да. Ну вот, хорошо. Если возникнет вопрос, а как это практически делать, то у меня есть уже положительный опыт. Как рекомендовать цветовую отделку, и как это выполняется, и какую это приносит пользу. Есть. А я нарочно, чтобы вы были заинтересованы. А сейчас я об этом говорю. Так, Вот так. Что вот якраз проблема не в тим, що механізми, да, які треба запустити, щоб це все було. А проблема в тим, щоб ці люди самі мали потребу звертатися. Бо вони не мають потребу, з цього все виникає. А примусити їх неможливо. І мені здається, що вот то, що ви казали, Леніна Миколаївна, з чого ви почали і чим ви скончили ось першу частку цих пунктів, то це виховання дітей. І тут треба означити, що культура візуальна, вся візуальна, не тільки колористика. Це так само, як музикальна культура, це так само, як там, кулінарна культура, всі невербальні культури, вони не передаються про друкований текст, про книгу. Вони передаються тільки про особисте переймання. Тому подмога в всю проблему. Тим, що немає особистого переймання. Особисте переймання не обов'язково на уровні батьків дітей, хоча ясно, що це, звичайно, бабуля і внучка. А проблема особистого переймання в тим, що не хапає цих просто авторитетів, не хапає цих домінант у громадстві, до яких можна прислуховуватися. Ну, ось, Михаил, я возвращаюсь к тому, что было сказано, вы сказали про детей, да, и про то, что они повинны разуметь. То есть мне подается, что вы это учите профессийные методы, ну, про журналистику. А дети, мне подается, повинны жить у неким осеродку, разуметь, что пригоже, а что нет. И не на уровне мысления эти ассоциативности, а на уровне восприятия. Мне все ж вось, другая проблема. Чего у нас найбольше бракує? Ось обознаного користальника, того, хто у кого є потреба. Ті професіонали, які можуть щось дати, пропонувати, високого кшталту професіонали, які справді ведають щось про колір і... Може бути, у вас, шановні, які-небудь питання возникли там? Ці розвиваються допомогти. Можно мне? Зараз. Питання є? А яка перша початкова вулиця? Так, почекай. Математику в один сторону, не надо. Їх склад першопочатково. И першопочатковая функция колера – это культура. Колер без культуры в опыте не иснует. Колер Ну, является... а они почали уживать колер. Деле шагов, деле Не читайте книгу. Культура читать... Читайте книгу. Деле идентификации, особистой. Ну, подкресление своей сексуальной ориентации, мужчина, девин, женщина, альбо женщина. Ну, поглядите, качка и качу. Да. Одной природы, но насколько они по-разному выглядят. Понимаешь, ну хотя бы сексуально природа. Как минимум. Что культура там на большем месте.
А, Утилитарная Так, ми воля. переходимо ось Майстра заводить дискуссию в тупик. Тоді висновок про все ж про едукацію. Про едукацію. Добре, про едукацію. Річ у тим, що до кольору у восприятті чоловіка треба підходити вельми раціонально, як соціокультурне, соціонаціональне, соціорелігійне, соціополовая, і всі ці сфери треба розглядати особливо, грамотно, письменно, у залежності від того, куди і який колір буде призначений. Я зауважу, всі ці теми треба розглядати професійно. Їх уже не то, що розглядають професійно, а їх використовують професійно, скажімо, дизайнерські, політичні сфери, там, релігійні, можна сказати. Уже все розпрацьовано, як той чи інший колір, в той чи іншій країні, з носьбитами тих чи інших стереотипів кольору, так, вивозять. Як-небудь, наприклад, хавати який-небудь продукт, там, Кока-Колу, там, або який-небудь там презерватив, там, з яким кольором. Розумієте? Це вже все розпрацьовано. Ця система вже є. Колір вже працює на уздіянні психології людей у продажі того чи іншого продукту. Або це, знову таки, презерватив, або це релігійна некая секта. Розумієте? Наприклад, оранжевий колір у Білорусі, може бути, він не надто там популярний, а у Індії оранжевий колір, ну, блин, все, продавай, что хочешь. Не сказав. Нет, я отказал то и что, скажем так, уздеяние кольоров у разных краинах, у разных социальных группах, национальных группах уже розпрацьовано и уже працює. Розумієте? Для нас, второе, я опошнюю, все, я больше не буду, что казати. Мені, наприклад, цікаво, скажем, як поспекулювати з кольором для реалізації національної ідентичності в країні. Ось, що ти хотів би дати більше. Ну, ти пізніше розов'єш уже. Ну, так. Я розов'ю, безумовно. Спекулювати. Може питання які-небудь? Спробуйте задати хоча б одне питання. Нет. Я хочу что поки що ми загнали це питання на фонд виховання. Мені здається, що це виховання нам для дітей і для дорослих можна хутко здійснити цей процес, хотя бы научить людей отсутствовать свою реакцию на разные коды. Бо ось це психологічне розділення, воно вельми моцне і зауважне. І просто люди, коли навчаться просто відсочувати реакції свої, вони будуть поступово цікавитися, мабуть, і кольором, і з'явиться культура. Вот такие убок рационализации. То есть именно такого сенсованного, рационального використання, ну, в смысле, споживцов. Ось, ну, А світовча? так, ну, ось мені завжди подавалося, що якраз споживці повинні просто, ну, ось, використовувати те, що напрацьовано. І у мене просто є там такий певний досвід, ось, коли я приїхала в Рим, да, перше, що мене вразило, це колір. Я розумію, що це не зроблено ось, ну, абсолютно штучно, ну, спеціально не підобрано все доми, ну, прикладно, одну там маму. Але це створює, ну, це зв'язано з технологіями, з матеріалами і так далі, але це створює, ну, певне осередок, у яким, я думаю, коли чоловік живе, то йому потім доволі складно, ну, сприймати добре, ну, барві там, чи щось ще. І може, воно якби не
імкнуцца вось да такого рацыянальнага і разумнага, а хутчэй, Не, ну тут як бы некалькі шляхоў ясна, што яны ўсе ўжо як бы абазначаны ў размове. Адно гэта як бы тое, што пра што казаў Тодар, тое, што прафесійнае, дзіка рацыяналізавана, як бы тое, што працуе на падсвядомасць, мы гэтым карыстаемся, нам гэта падабаецца, і там працуюць прафесіяналы. Ну прафесіяналы не паўсюдна ёсць проста. Не хапае, ім трэба плаціць прафесіяналам. Пра гэта кажа Леніна Мікалаевна, што як бы вось было б добра, каб запрашалі прафесіяналаў, плацілі ім грошы, і гэтым займалася дзяржава, яна як бы кантралявала. І гэта таксама адзін з падыходаў. Но мне здаецца, што ён як бы найменш рэалістычны. Калі дзяржава не будзе гэтым займацца, она ў лепшым выпадку можа стварыць кантрольныя органы, якія, скажем, робяць госпрыёмку на адпаведнасць. Причым асобных товаров. Да, асобных товаров. Да, значно. І третє, про що ти кажеш, бо твоє отримується якби все ж таки ось з Тодором западаєш. Тож, про що ти кажеш, про що кажу я, про що казала так само Леніна Миколаївна, це особисте переймання. Якою може бути? Просто особистий контакт. Там, бабуля там каже, о, где як пробужитися. Все воно відклалося в голові, от у дитятка, і навряд чи виб'ється якби коли-небудь чимось якби раціонально. Другое, це просто якби ось коли ви самі кудись трапляєте, бачите, що ви, оказується, пригожі. І тільки що треба ще ж це убачити і неким чином осенсувати. Бо це якби там виїзди, ну саме просто, що приходить в голову, то виїзди в Рим. Там поїхали, погляділи, ой, як вони роблять, як вони роблять це. Як вони роблять ось вітрини. А я не роблять вітрини чомусь, а не роблять чомусь добре вітрини. А у нас у поліції вітрина про здоров'я. Так Ленина Николаевна каже, что это здоровье. Да, вставать в очи и здоровье. Михаил, можно додать пару слов? Я думаю, речь о том, что без лингвистичного приходу до гэтых мы не обидимся. Увогуле в славянских мовах цвет, колер, ну колер за внешность, безумовно, они обозначаются словом крас. Да? То есть кветки, которые квітнеют на зеленом тле, это крас. То есть тут уже можно спекулировать. Да? Речь о том, что этимологично и психологично, можно так сказать, заходит до формы крес, как бы зянь, альбо адрознення, тобто зеленін, да? Краски. Розумієш? І дальніша думка, то є, що чоловіка ввогуле уражують краски, любые, хоть салатовые, хоть люминесцентные, хоть любой крас, красивый. Ну, на певному культурному етапі. Да, і на рекламному етапі так само, то є саме працює. Міняється словом фарба. Фарба дуже зовсім інша. Це якби якраз речиво, яким фарбують. Це зміна цієї культурної парадигми. Але краска може бути і салатова, і ружова. Фарба. Тоді я перейшла до ось ще питання, яке так само у мене з'явилося, коли Леніна казала про вивчення. Про те, на що треба орієнтуватися. Ну, наприклад, ви казали про потреби розвитку соціальних груп, а от ця сімейка включає, орієнтується на культуру національну. Ось що задає, ну, я розумію, як можна вивчити соціальні групи. А то, куди ви поглибляєтеся, це те, чого сьогодні амаль не існує. Чи можливо це відразити? Вивчити і відразити вовремя? Ось це ставлення, да? Ну, по-перше, що Ніна Миколаївна займалася і займається конкретною працею. У неї є конкретна професіональна супольність, яку вона передає як професійний рівень. Ми говоримо, я абсолютно песимістичний у цьому керунку, що охопити все просто неможливо. Это на мою думку, отдельно, что можно сделать, это звернуть увагу, то, что эта тема варта уваги, что про ее треба говорити. И поскольку у нас шматочні, наша думка теперь формуется сходками массовой информации, ну, на жаль, так, а не авторитетами и не институциями, то
то якби говорка у сродках масової вертання на гэту тему, або звертання уваги на певні прояви гэтej теми, вони якби безумовно впливають якби на культуру і політичну культуру у Україні. Ну, і я абсолютно згоден з Ніной Миколаївною, коли говорить десь там про 10 років, коли нам дати гроші на інститут. До речі, один інститут в світі кольору, в якій країні, як ви думаєте, знаходиться? У нашей. Во Франции. Ні. Япония. Во Франции Швеция. Швеция. Во Франции точно так само. Да? Значить, два. Тому якби тільки країна з високою культурою, якби, ну, звертаюся на увагу, і більше за то такий інститут працює якби, у свою чергу так само на культуру в цій країні, відноситься до людей. Но у нас і немає, мені здається, що це такий довгий шлях, і було б вельми добре, як просто на це зверталися увагу. Можно Вермикова. Про то, что Владимира Николаевна сказала, про такую фразу вермизнаком. Проблема цветовой культуры. Да, то есть, як это выходит. Ну, может быть, треба переймати некий опыт Японии. Наприклад, у першому класі дівчинки і хлопчики вже відрізняються 36 кольорів. У другим 64. Ми поки говоримо зараз червоний, зелений, чорний, синій там, і блакитний. Ну, ще шари там, да, буває. В першому класі, тобто на колькі культура розвита, при тим, що викладається, це як дисципліна, така самая арифметика, там, филология, там, не ведаю, що там, математика. Ту проблему, яку шановний професор поставив, ось, можна її повісити на повістку дня, але накольки вона запотребована в нашій країні. Хто там вирішає? А можно я подтримку Ніни Николаевны Мироновны? То может быть и другие інші подходи, да? Что культуру можно выховать коли одной законом. И на самом деле злые языки, это предмет, который вела Нина Николаевна, называли сероведение. Не цветоведение, а сероведение. Сера ведь? Сера. Сера. Да, и Нина Николаевна нас весь час тримала, как мы, как нас не перла. И на самом деле, в советские годы я вынес основное, то есть две таких, два табу, які я всегда вместе, что неможливо розбілювати рудую фарбу. Просто неможливо розбілювати рудую фарбу живу. И неможливо розбілювати ось коричневицы. Просто. Когда вы это запомните, то у нас Марчима будет не такой будет. архитектуры. Нет. Нет, нет. Ну это на вот я иду, я не учился. Вот так я проверил, сказал. Сказал. Ну, Секреты бачите, передавать. Ну, японці, до речі, школьники відрізняють там 15-20 кольорів чорних. Ну, ось, знову ж, Это же не проблема. Это проблема потому что для японцев это решается на уровне огромной культуры всего народа. А у нас это оправдывается. Был вопрос, что как они цвет используются в быту, в одежде, в архитектуре, вот это вот. То есть в своем окружении. Ну, в принципе, да. Можно ведать всем кольором, но виртуозно ими користаться. Да, можно знать тысяч, различать, например, там, ну сколько, ну пару тысяч цветов можно, конечно. Не ведаю, что с этим зря. Час от часу и цветы Но достаточно. это не имеет отношения к вашей жизни, понимаете? Это имеет отношение к жизни Потому что японцев и государства Японии, и нации японской. К сожалению, вот то, про что вы сказали, это не имеет ценности для образования и сознания нашего государства и нашего народа. Эта проблема не ставится. Ну, нет, Нина Николаевна правильно все сказала, что как бы У нас, чтобы питание ставить не в проблему- колькости, сколько мы верили, да, а что мы умеем за этим зробить. Хотя, как бы,
Безумоўна, што культура, яна як бы, просто колер, і гэта паўсюдна ж як бы пішацца, што колер гэта феномен. Таму што ён як бы мае як бы безліч вымярэнняў, і мы як бы гледзячы як бы праз гэты ракурс, як бы абсалютна па-рознаму яго бачым. Тым ліку тут пра што кажа Тост, што гэта і веда. Ну закідайце нас пытанні. Закидайте пытаннями. Калі ласка. Я хотел бы спросить, вот Михаил Никмадистов начал эту встречу, что вот цвет не существует как материалом, да, и вот даже эта выставка, вот «Колер Беларуси», если посмотреть, то это традиционный материал, то есть дерево, железо, растения, солома, там, значит, шарот, там, значит, все остальное прочее. То есть, ну, такие были принципы вот раньше, да, значит, та традиция, которая исчезла, то есть использовать натуральные материалы, цвета, значит, без натуральных красителей и так далее. Значит, и вот хочется спросить, так вот мы же живем уже не в традиционную эпоху, а в современную. И уже используем современные материалы, не дерево, не железо, не шарот, там, не солому там, значит, хату накрывать, а вот там асфальт, плитку, там, знаете, серенькая, бордовенькая такая, там, значит, там. Так вот, получается, что нам нужно, значит, как вы сказали, цвет приверженных к материалам, но получается, значит, использовать цвета асфальта, да, значит, плитки, может быть, там, кирпича, там, не разбеливать там, кирпич там, и так далее. Там. Вот хотелось бы ваши рекомендации вот, относительно колористики вот, современной Беларуси, потому что есть определенные материалы, из которых мы делаем дома, дороги, заборы, там, мосты там, и так далее. Там, и так далее. То есть, поэтому вот, потому что, видите, все считается вот традиционная культура, да, вот эти вот двери, там, значит, плетеные там кошели, а вот мы же живем в 21 веке, да, там, какой нам цвет больше используется, да, современные материалы, которые доминируют, и какие цвета получаются, можно ли сделать какую-то традицию уже современную? Наскільки сучасні матеріали і технології впливають на використання і зміну Я коротко скажу Нет, на потому ваш. что, понимаете, Я материал, разумею. не вопрос в том, что ведь цвет определялся тем, что цветом материала, понимаете? Да. Сейчас же ведь можно покрасить, да, пофарбовать. Просто якби от якраз у Ілліни, в принципі, якби розгорнути відказ на ваше питання. Я коротко кажу, що якби, ну, ще у 20 столітті повстала така концепція, принцип архітектури, там, щирий матеріал, якби, чесний матеріал. Що якби, нельга фарбувати цеглу, вона повинна зостатися цеглою, нельга фарбувати цемент, і він якби, повинен зостатися цементом. Це так звана щира архітектура. І вона дивним чином прикликається з традиційної архітектури і традиційним дизайном, який існував раніше. Білоруської традиції. Ну, нас цікавить передусім білоруська традиція, що ніколи не фарбувалося дерево, там, ніколи не фарбувався камінь. Таким чином, для мене, наприклад, цікаво, що ця традиція якби, повторяється у 20 столітті якби, ліпшими архітекторами, які робили архітектуру 20 століття. І зараз якби, ми живемо у час постмодернізму, коли різні підходи, різні стилі існують, і ми можемо вибирати якби, їх стиль, можемо які-небудь інші. Так ось заговорка про те, що якби, ну, що вибирати, і як з цим працювати. Ну, колір все одно завжди якби, працює на чимось. Або у вигляді матеріалу, ось як железо, да? Або у вигляді, пробачте, портмонета, який пофарбований фарби для скури, і тому якби, має брунатний колір. Або це було пофарбовано. Все якби, на чимось, колір завжди на чимось. Повітря кольору немає. Його нема в вогулі. Це електромагнітні хвилі, які якби, сприймають наш рух і нам стається. Поскольку зміняються технології і матеріали, то зміняються, напевно, і можливості. Пофарбувати можна все, але наочно. Наочно. А чому якби, ну, лінійно? Ну, я, в принципе, все, что я хотела сказать, все-таки не короткий такой отказ прямался. Тому можна тільки сказати, додати, що коли, наприклад, я працюю з замовцями, ну, чисто такі вже працовні питання. І все ж таки, не глядячи на те, що існує вельми шмат на сьогоднішній день матеріалів, як ви кажете, ну, таких штучних, за штучної текстури, все одно, коли обирають замовці, то частіше обираються все ж таки матеріали, які мають натуральну поверхню,
натуральну вугілля природну. Навіть тому сучасні матеріали, на мій погляд, вони все ж таки це не завжди добра заміна натурального. Ну, вот скажите, вы профессионал, вы владеете материалами, аналитики, колерового восприятия белорусской поэзии. То есть это профессиональная, В принципе, сложная да. история. Ну, скажем так, литературы такой, скажем, односложной, так, я майже нема. І я думаю, що це питання, чому я на сьогоднішній день так само настільки актуальне про колір і про сувязь з кольора з традиції, від кольору вугілля і де. Ну, є, скажем так, я цікавилася этой темой. І Я пытался не про традицию, традиционные люди воспринимали колеры по-своему, а про реальных, скажем, спешных физичную Ну, массу. вот у да? меня есть видос колоссальный. Цвет. Колоссальный. Вот откажи, это вельми Да. цікаво якраз протягнуть твою тему. Да, ну я 10 годов продавал фарбу, мешал и продавал. О, Мы класс. первые привезли в Беларусь тонирующую машину. Первые начали продавать акриловые фарбы. И 10 годов я замешивал в этой фарбы и ведаю, ну, что люди обирают. Ну, И густо кладутся в алкогольную схему. Люди не мають преференцій. І вони не розбираються тим, що вони роблять. І вони користуються прикладами з часопису, з телевізора, від сусідів. І вони не впевнені у своїх виборах. Вони ніколи не впевнені. Вони глобально не впевнені ні у меблі, ні у дизайні, ні у стилі, ні у чому вони не впевнені. Там в мене кольори вибираються, так само не впевнені. Ось сядете, не впевнена колористична гамма, беж. Ось беж. То, що нельзя робити, это вот самый популярный песочный, так само, хороший. Ну и самый такой смелый это персик абрикос. Это уже просто авангард. Вынику вот это вот размытая, такая тяжко уловимая гамма, она не светлая, не темная, боязнь контраста, не умение выбудовывать эту колористичную простору. Такий же самый дизайн. но поле жадовская белизна. Ну, в неком сенсе, да. А весни, та ви помалювали. Ну, і ти да. привез, приходить у краму. Чим я не, кому керуюся, да? Який густ, традиція. Они не хотят Но дизайнерские. для меня эти люди звезды не приходят. Я не могу сказать. А это А цікаво. до меня Ой, а ви элита носите. приходит. А люди звездки, я скажу. Люди звездки просто, вёска і вугілля селянська військова культура, і вона ж абсолютно по іншому законі функціонувала, покуль вона була традиційною. Пригоже те, що тут традиція. Там немає особистої думки, немає особистого густу. Не може бути в принципі. І ось ця традиція, яка випрацьовувалася стародні, вона завжди не безпомилкова, вона завжди правильна. Так, я і питаю. А пізніше, коли руйнується традиція, вона руйнується у 14 році, якби разом з Першою світовою війною возникає, якби, це ось тема Спадарня Лобачевська, народне мистецтво зникає у 14 році, разом з розвалом традиційного громадства. І пізніше починається якби, страта ось цих культурних орієнтирів, і відбувається африканізація, або там таке дикунство. Чоловік вертається ось до цих якби, першопочаткових розумінь Пригожого, коли Пригожий – це те, що блищить, те, що ярко, те, що звертає на себе увагу. А яка у білоруських вёсках? У який колір малюють? Там, де заховалася традиція, Да. там все нормально. Ну что нормально? Там не фарбуют. Зеленый, Там не фарбуют. не фарбуют. Не фарбуют. Ну, а дождь? А вихоть? А снег? Краска нашей Дерева. Новий дом уже. Ну, ось вам треба було прийти там на екскурсію, там, де, от у мене тут сітка ціла, якби, про це, якби, помирання дома у шляхетській традиції, у 19 столітті, ясно, що це романтизм, естетика. Это Пригожин, это абсолютно нормально.
Тобто пригожує дом той, який має на собі ось ці риси якби старі. Можна одну ремарку? В Гоголі Ілліна, ось просто Ілліна працює якраз якби з матеріалом живим і з текстурою. У її якби видатні, робить видатні фотелі. Скажем, это мои особистые пироварки колеровые. И они натуральные, то есть абсолютно докладные. Я навіть, мені шкода часом фарбувати саме натуральне дерево, бо воно вже і так самодостаткове. Воно має свою текстуру, свій колір, і мені просто шкода яким чином його замальовувати, зафарбовувати. А я хотела сказать, что видите, правда, я хотела просто розповісти ще про те, що цікава з'ява така назирається, коли працюєш з людьми, починаєш працю. Відомо, я не так само і про відсутність такої самоідентифікації і відсутність у вогулі розуміння, що я хочу, чого я хочу. І ось починається коли праця, спочатку чоловік абсолютно часом прострації, він не розуміє насамреч, яка кольорова гама його там задовольняє, ці не задовольняє, які його там особисті піроваки, і що йому вогулі хоче. Але потім ось цікава річ, у процесі вже під час не праці, під час здійснення самого проєкту, люди, ну, скажем так, і хутко вчаться, бо ось це розуміння кольорове, воно вельми хутко вертається. Ось мені так подається. І вельми хутко починають орієнтуватися. Ось як тільки звертаються до себе, ось відкинувши всі тенденції і моду, вони одразу тоді починають відчувати свій добре ось колір, починають розуміти, що їм говорять. А ось питання до них. Скажіть, Кривоцький, колір у перспективі прагматичної організації емоцій, формування або... Це можливо, Це можливо. Внесок зробити на це колір. Безусловно, можно. Ну, в принципе, что такое нация? Нация – это как бы, поэтому... Уявленная супольність. Уявленная супольність. Як ми себе уявили, такі ми і є. В этом сенсі, якби, ну, там всі ці історичні лінки, їх образи, вони грають сьогодні огромне значення. Якби, це ж якби не здарма, тут можна приводити приклади, там, датчанов, там, ну, ось це найкращий приклад з цим Даннеборгом, датським стягом. Це перший європейський стяг України, державний стяг, перший державний стяг. І він, якби, поводле подання спустився з неба на Вишгороді, у Талліні теперішньому, під час бойки з естонцями. І коли він спустився, то це був знак, і вони отримали якби перемогу. І Даннеборг перекладається як датська тканина. Навіть датська ануча, так це перекладається. Але одночасово воно має значення датчанин. Тобто, якби ось цей датський стяг – це один з датчан. Він так само датчанин, чоловік, особа, персона, так вчить, який якби одночасово собі якби всю цю якби націю датську уособляє. І в цьому сенсі якби стяг – це протяг этого символічного мислення, коли середньовічного, коли символів. І те, що означає, вони вельми близько. Це майже одно і те ж. Так як ось Євхаристія, коли ти, це оплатка, це ж насамреч якби тіло Христово, розуміння вірника. Це не так, що вам просто вот символічно дали там ту саму. То ж саме тут, якби, ось це якби національні символи, тобі у кольору національні. І вони якби, ну, часто якби ідентичність національна. Поляку, до речі, не тільки стяг має ось цю юридичне оформлення, да, за яку можуть покарати. Но так само колір національний має юридичне оформлення, здається, від 87 року. Тобто білий і червоний колір, і вони юридично зафіксовані як колори народної, національної ідеї. І в цьому сенсі, ну, мені здається, що тут облік питання не може
по-іншому ніяк. Не може бути іншого Не может адказу. быть без колера. Так, тому що в этой белорусской традиції, там же ж, ось гэта якби там гама біло-червона, вона там, ну, отслеживается, починаючи там якби от неоліту. А Деміка, от слухай, Каліна от цікаву інформацію сказав, то що у Польщі навіть відсочують категорію червоних хат, да, навіть юридичним чином. Але от так само, така цікава річ, як категорії, скажімо, червона хата. І як у традиційній культурі Білорусі простые селянки отсочивали. Вот купила на нитке червоные, там, советские некие, и она потом її фарбовувала большими, Да. щоб вона набила певний штамп. Так от цікаво, ці підсмику, да, як в комп'ютері, отпильновують юридичні структури, опонентності. Да, ну, якби всі стяги мають якби у ЦМИКі, у Хексі, у RGB і в НЦС мають якби свої. Причому польський стяг, які, в принципі, якби не такі вже нові. Він якби повстав в середині 19 століття як стяг Королівства Польського. Офіційно був затверджений. 1848 год. Ну, царство польське. Царство Польское, ну, в рамках Российской империи. В рамках Российской империи. Королевство Польское называлось, в рамках Российской империи. То яны гэты город меняли там якби разом уже 5. Докладняючи його весь час. Вже криху повинен бути холоднейший. Бо холоднейший він зв'язується з Кармазином, у які були апрануті, до речі, перша військова форма була введена Радзивілом для конницы Великого княжества Литовского, уже позднее, там и прочее. Короче, гэты колер, якби, ну, з'являється темою розмови. І він, якби, справді для їх вельми важно оцінювати історично. Бо це надає йому героїчну коштовність, справдність, надає, якби, вижити, якби, безліч лінків, які там, ну, відкрийте, просто самі прочитайте про польський стяг, наприклад. Я вже не кажу про датський. Тому що про датський там це буде просто, там, якби, ціла книга ось така, яку кожен датчанин має, там як правильно його складувати, як його правильно підіймати по святах, по виходних, на яку ви живемо, коли господар з'їжджає і так далі. Ну, у нас біло-червоний колір так само вже виходить в юридичну практику, там у Діани на суді, так казали, використовувала біло-червоний колір. Так що я думаю, що швидко ми юридично вже это подтягивается наше. Но пришли это вопрос, что я не хотел бы якби только его, тут символично просто рубрик, тут все зрозуміло, то я не розумію, якби рубрику так. Но що прожитого є інший колір, який так само з'являється часткою ідентичності. Ну і ось я спробую ці кольори якби об'єктивно знайти, якби, і не которые ось як блакитні, це якби, ну, такий вельми добрий, це вельми культурний колір. Він вельми змінює, з гледжання фізики він вельми змінює. І він якби об'єдновує якби аж на два кольори спектра, якби ні в одне інше колір так не робиться. І він з пункту гледження його якби культурологічних нагрузок, він так само якби тягом історії шмат разів мінявся, означаючи абсолютно різні речі. Ну, це як частка історії. Я все ж хотела еще вернуться до питания, ну, працы на з колером, ну, такой сучасный. Ви казали, що, ну, починали розмову про ось натуральність кольорів і традиційність. Ви казали, що, ну, якби люди не думали про те, що їм подобається, що ні, але їх подобання були у традиційній культурі були забиті. Так? Ну, якби забиті у чоловічого сприйняття, і, ну, якби, не треба було задаватися цим питанням. Але, на жаль, ми вже не можемо. Коли ми не вивчали традиційну культуру, ми ж не можемо вернутися в цей стан. І сьогодні тоді фактично ось, ну, та веда, яка, в принципі, можлива, і вона може, ну, вступати в таку ринкову конкуренцію з іншими пропановами. Ну, да. І тоді питання в тому, а що може бути, ну, там, пріоритетом, да? Що, ну, пріоритетом, що може, ну, надавати некую важкість в этой пропанові. Ці вуглі, ну, можливо, там, ось цей традиційний колір, ці традиційне використання кольору, ну, стало, ну, конкурентним у тих пропановах, які є, ну, з інших культур.
Были питания? Ну, до вас, до Ну, я Ірини, лічу, може, што гэта ўвогуле як бы не абсалютна не самае галоўнае. Мы просто як бы павінны ведаць, што як бы з'яўляецца традыцыяй. Но это абсолютно не означает, что мы повинны уживать это как бы, в гэтым как бы, сучасным свете. Тут хутчэй ну, абсолютно как бы, маю рацию Ніна Николаевна кажучи про то, что каждая сфера нашего жыцця потребует как бы, особого подхода. Можно мне сказать? Разумеется, шановные коллеги, речь о том, что тотальная права, само все увеличивается в залежності від тої аудиторії, на яку розлічений той чи інший продукт. Ці національний, націоналістичний продукт, всі там газировка, всі оформлення своєї квартири. І це все треба вирішати відповідно споживцям. Споживі так само. У Індії один, в Японії другий, в Білорусі інший. Є певне, скажімо, сприяття кожному. По великим рахунку, від політики, національної політики, до продажі якої-небудь там Презерватив ти часто. презерватива, да. Ось. Так само у кожного етноса є свої, скажімо так, ну, стереотипи приймання або не приймання. Колористичні. Тим не менш, вони нав'язуються. Розумієш, Тетяна, вони формуються. І це так само бізнес-план. Зміна сприяття кольорів, скажімо, у різних етнічних групах. По великим рахункам ми трошки говоримо про те, що уже реализуется по всем глобализованным свете. И мы просто хотим уходить за хвост этих процессов и уже иснуют. Ми є такий термін аутентизація, ось так само у этого Андерсона, що нація себе весь час уявляє, и это такой непородный процесс. Мы как бы уявляем по себе, подтягиваемся тем самым до этого властного бачення. Так это функционирует. Мы являемся такими как бы, ветливыми, там, працовитыми. И мы робимся працовитыми. Ну, на наступное поколение больше працовитого вы не хочем. И наоборот. И есть как бы, такие процессы, как аутентизация. Так само непорывно. Мы весь час как бы, так, поворачиваемся туда и назад и глядим, чи там мы там чогось не напортачили, не наравили. И в этом senсе вот это самое такое болезненное, на самом деле, самое такое болючее, складанное, это наводить порядок как бы у минуты. Але это как бы все одно как бы робится, и робится во всех культурах без выключения. Коленные там как бы навугуцы как бы раптом да, находишь новую книгу и все оказывается по-іншому. Ну, якби у нашому випадку, ось коли так само правильно хапаємо тему розмови, що у нас це ж минувщина, вона створюється так само сьогодні. У вигляді там реставрації, у вигляді якби, ну, реставрація саме ліпше. І коли ми, скажімо, реставруємо якби верхній город у Мінську, який там, в принципі, повстав якби в часи барокко, реставруем его в стиле русского губернского города 19 століття за допомогою зеленых дахов, абсолютно не характерних для этой частки імперії. Ну, то це якби ось якраз зміна свого минулого. Ну, розумієш, да? Що ти? Зрозуміло? Я може, є ще питання, розваги, ні, так. Ну вот Тодор Кашпиревич говорил, что вот в Индии оранжевый цвет очень популярный. Но это, наверное, неудивительно, там он используется на флаге национальном индийском. Но, конечно же, он присутствует и в природе индийской, потому что оранжевый цвет – это цвет индийской земли. Там очень много железа, и там земля такая бурая, как в Африке, потому что там, знаете, континенты разламывались. И там это, значит, цвет, значит, вот такой оранжевый, значит. И вот мне вспоминается также, когда-то Шимон Перес говорил, что
небо в Израиле такое насыщенно голубое, а вот здесь в Беларуси он такой серенький. Да, значит, и вот видите, вот, у нас традиционные материалы, вот там вот, серое там, дерево, там, железо, уже может как бы меньше используется, но ведь природа осталась, да, вот как-то вот, это как-то влияет вот, на современный, потому что вот, вписанность в природу там, зданий там, значит, и так далее. Потому что вот видите, в Индии там оранжевый цвет, а у нас какой цвет, от земли там. Верю, доброе. Там, то есть, потому что у нас материал, видите, что материалы-то вот другие используются, а природа-то ведь такая же, как и была там 300 лет назад. Да, перерисую зараз Цвет неба, озер. важную думку на это Домихов. Ну и трошку покручуся, как не будет дозволено. Но я не зрозумів. Колер шерсть. Не природа, природа, то есть, потому что, ну, цвет земли, там, цвет неба, там, и так далее, в целом. Я так само, я бы Потому что Белынский Бруля, там, если здесь его творчество, он такой, что я не люблю тона, цвета, я люблю полутона и оттенки, да, то есть. Элемент не так. И его, значит, колористика его картин тоже такая приглушенная, такие. Все, зрозуміло. Там чуть не яркие, то есть. Он это скажет. Он мастер по национальному колеру, который называется шерри. Ну, он Я говорит, как что раз не только я серый. как раз не про Шерри, но Шерри лежит на поверхні. Но я от на інше хотів звернути увагу, що не переоцінювати роль природи у нашем ставлении до кольору на культуре. Самая такая ведомая помылка – это вот это эскимосы, да, что эскимосов там 200 названо для белых. Но оказалось, что их как бы для белого там одна назва, имелось на увазі, оказывается, не колер, а кшталт снега. А позднее высветлилось, что и кшталт снегу их не 200, а 4. Это так само, как в Ангельском море. Просто там была зроблена как бы такая натяжечка, а позднее эта натяжка почала как бы весь час расти. Природа у апошнього чергу впливає на бачення кольору як мінімум кольору. В білоруській традиції снега вот так називались. Перший сніг з'являється на полотнах у 19 столітті. І в сувязі ведаєте, що зимової кампанії Наполеона. Как не зимовая кампания Наполеона, то первым снегом на белорусских картинах был Белоуницкий Беруля и Шагал. В один и той же самый 13-й год написали эти свои славутые працы Скрипача, там где одна трактовка земли снега, и этот голубой сон, тем называется, с капличкой Белоуницкого Беруля. В белорусском фольклоре, а майже цалком отсутствует описание зимы и снега. Нема. Навіть у календарно-обрядових піснях, які якби часто відбуваються узимку, там нема снігу, зими там нема. Там все відбувається на подворку господаря, в такій якби символічній просторі. Так що тут якби якраз ось ця природа не голова. Говорячи про шерий колір, ось у якості одного з кольорів там домінуючої в білоруській культурі, то насамрэч це якби не фарба, а гэта як бы колер матэрыялу, што гэтыя матэрыялы проста натуральныя. І гэта была традыцыя. І таму як бы вось гэта як бы асяроддзе беларускай, ну сапраўды як бы атрымліваецца шэра. І такім чынам яно інтэгравана ў прыроднае асяроддзе. І з гэтага вырастае як бы ўжо эстэтычная вартасць. Вось інтэграванасць у прыроднае асяроддзе. Вы характэрная для беларускай. Додать. Ну, в плане, я с одного боку мастак, фантазер, романтик, а с іншого боку я раціональний чоловік, мислені відносно продукту того чи іншого. Ну, принаймні, у широкому сенсі дизайну. Ось. То, что сродками дизайна, сродками рекламы можно организовать стереотипы, кольоровые стереотипы в любой краине, для якої мети, знову таки, національної, політичної, або продавати якісь продукти. Все это меняется. Інша справа, що я з'являюся представником тутейшої країни, і у мене є певні свої такі органічні, можна сказати, стереотипи комфорту
декорирового комфорта. Да? Ось. І гэта мой святагляд, гэта моя рэлігія, але гэта, відаць, не тое, што можна прадаваць. Хутчэй это звязана з комфортом псіхалагічным. Мяне просто ўнікае твоя. Може, є ще якісь питання? Есть, нема. Ну, мне подается, что все равно у нас есть две такие религиозные части. Да? То есть это такая мастацкая, доследча, працовная, там, где выбудовано эстетичное разумение, поглублено. И история школа Бескужевецкая, на якой абсолютно не зрозумела, як впливати. Ну, масово, а коротше, варіанти, які Ніна Миколаївна пропонувала, але ми, на жаль, його виконати не можемо з бюджетом і всім остальним. І мені подається, що тут треба шукати якісь сродки, може любимі, правда, ці які більш широкі, бо поділяє нас на части. Все розуміє, збирає прибор свят около себе, а люди на около. А вот у меня питание для Нины Николаевны чуть-чуть. Нина Николаевна, скажите, вы сколько лет преподавали цветоведение в институте? 40 лет. 40 лет. И это же там огромное количество людей, которые прошли. И, в принципе, вот все, что как бы есть, это же как бы, ну вот, в некотором смысле ваши ученики делают. Вот как вы считаете, именно в профессиональном плане, не в том, что там, если там, что не уверен, что там эти люди вообще какое-то имеют отношение к кафедре дизайна, я имею в виду эти вывески там, но все-таки как бы, ну, в Беларуси на уровне, уровень. Ну, а вы не были вчера на... Я вчера не был, но я вчера не был, но у меня есть свое мнение, но мне интересно ваше. Ну, вы видели выставку кафедры? Ну, в Фейсбуке. Юбилейная кафедра. В Фейсбуке видел. Я не был на выставке, только в Фейсбуке. Вот я об этом вас спрашиваю. В Фейсбуке. А вот в натуре надо посмотреть. Я в натуре посмотрела. И впечатление очень хорошее. Прекрасное впечатление. Но это я говорю, когда это позавчера это было дело. А до того я знакома вообще с работой кафедры. Я заходила к ним в гости, ну, там по разным поводам приглашали. И я вполне довольна, если говорить, допустим, о колорите. Вообще по всем категориям все хорошо. Там и сюжеты, метафорика, и символика, и содержание, там форма и пространство, конечно же, цвет. Все очень хорошо, да. И только так буквально... Где это? Куда это дьется? Вот я хотела сказать, коллеги, все профессионалы, такие добрые. Почему мы живем в Але вони так само люди, і так само вплив тенденції моди, все ж таки, А между прочим, вибачте. между прочим, там же все преподаватели мои студенты. Я не хочу хвастаться, нет, я констатирую факт. Они сами молодцы. Уже кроме семечек. А? Вот кроме семечек, видимо. Почему кроме Тут тоже можно нет, здесь? нет. Не дай бог. Нет, я серьезно. Кто родить восьму, як з наших сироток? Дима, Хто робить наших сироток, Самые разные выпадковые люди. як отрималося, що ми... отдали... Ну, я не ведаю, хто насамрэч фарбує всю нашу архітектуру. Фарбує, ми ж ми приїжджали, з Берестя в Воронку ехали. Это просто неможливо все это бачить. И откуда яны беруться этой кожи, ну, видать, это самое там. У нього запад вельми добре пофарбований. Ну, у меня такого, вот менавіта размеренный, Это потому что я там. размеренный коричневый. Ось новый висит. И чому так Я відбувається? ліпше собі коштувати фольги. А, Насаджені кольори дорого Хочется сказать, коштують. что в принципе там экономичные факторы, Я ну, вам всякие факторы іншие, они впливають на то, что Ну, как бы,
Люди задавливают в себе, это нормальное разумение кольору і вось гэта маленькое. Во-первых, что дизайн, как бы, ну, в принципе, это, я думаю, что во всем свете, что дизайн как бы наполовину залежит от замовцы. Он ніколи не існує без замовцы. Ну, завсёды замовцы саут. И довести, ну, человеку, ну, ему доводишь. Поиграешь в так. Играешь. Позднее, а иди ты уже заработал так. На. А еще есть такие заморки, аляпис. Это аляпис. Почему шрифт такой неинтересный? Добре, тоді я розумію, що все ж, якби головна проблема, коли з професіоналами у нас більш-менш все добре, то головна проблема – це у споживця. Ну, это масс-культура, да. Масс-культуру так само сформировали профессионалы. Ну, у нас некое замкненное коло. Не. Вот как раз как бы яна формовалась якби усвядомлена, то все было бы нормально. Но культура же такая, что когда ты ее не опрацовываешь, а культура, як ми ведаємо, вона ж походить від сільськогосподарчого цель, да? Що одразу починає рости там, ну, розне почвині, это хорошо. Ну, розная хрень начинает расти. И в этом смысле, что, ну, вот может быть в этом причина, что просто как бы нема этой оккультурации, что как бы культурой не наделяется увага, что медиа не кажется. Ну, сутыкаючись, как бы тут коллеги журналисты, хочу поскаржиться, что вам любой нормальный журналист скажет, что про культуру мы не будем давать, информацию никто не читает, не видит. Это, ну, это абсолютно погибший материал. Питання можна виразити коротке. Ти кажеш про естетику, психологію, естетики, треба культуру, да, займатися там калчером. А от скажи мені, откуда у простых людей леску бралась вот эта культура, которые створали шедевры строев, они интерпретовали, выдумывали орнаменты, все густовно и в колерах, во всем. Кто там их бывал, скажем? Бабуля. Мама, бабуля. Да. Вот. Так это тотальная культура была. Причем такая реальная и наотворчая. Это не просто, ведь штампы не робили. Кожная кабета, она еще нечто там придумала. Это уже после развала традиционного романса. Я думаю, что как раз в любой творчестве там, ну, было минимально. Это вообще помылки, чем творчество. Не. Моя жонка професійно займається ткацтвом, і вона каже, коли збірка чисто математична, принциповая, наприклад, не 6-6-6, там 4-4, а потім 8,5 принциповая, знаєш, це вже творчість. Добре, я думаю, що ми будемо скачати, коли є ще щось сказати, не досказано було шановним експертам, ці є питання, задавайте їх зараз, Окулар. Ну, може, я ще щось Уже Леонида Николаевна на мосте вышитый молодь зеленый. Ну, какой-нибудь. Только говорите, чтобы напутствие давать. Не Да, только. только разве что одна просьба вот у меня к людям, заинтересованным этим предметом, что прежде всего, вот хорошо, если бы мы с вами обратили внимание на телевидение для детей и на продукцию всяческую, это книжная продукция, игрушки. Вот, мне кажется, самое ужасное, что у нас в республике делается, это то, что для детей. Ну да. При этом самыми лучшими намерениями, как же ребенок, ярко, чем ярче, тем больше. А я краем глаза посмотрела вот недавно телевизор. Вообще, я вам скажу по секрету, конечно, телевизора у меня нет. Потому что мне предали много раз там. Я решительно. У меня одно время в семье был телевизор, но они, те, которые смотрели, они в другой комнате жили, а я не другой. В конце концов, мы разошлись в море парохода. Вот вам, понимаете, дело. Да, так что у меня
хочется сказать или предложить. Вот я, например, если бы была студенткой, были бы у меня друзья-студенты, такие молодые, горячие, мы бы устроили в магазине гастрономию, ну, хоть в нашем там этом, как его, не важно какого, в большом гастрономе, устроили бы такую акцию. Мы бы взяли бы барабаны, дудки, сочинили бы стишки, такие бы весьма стыдные стишки против этих крокодилов, которые слепляют зрение наших детей, портят их вкус, внушают им какие-то представления о мире, как о сумасшедшем доме, извиняюсь. Да? Правильно говорить, домом умалишенных, виноват, да, а не сумасшедший дом. Сумасшедший дом – это для слава. Там вот, если верить Чехову, то там, да, и ладно, и другим писателям. Да, не в этом дело. Так вот, как-то организовать борьбу разными средствами против вот таких, вот этого варварства в отношении детской продукции, особенно детской. А телевизор, я, между прочим, где у меня спросите, если у меня нет телевизора, где же я видел? Вот я на этой выставке дизайнер кафедры, знаете, там просто был спектакль, можно сочинять ораторию на эту тему. С одной стороны, культура, пластика, цвет, конечно, красота такая. А с другой стороны, там стоял телевизор, и пускали детскую передачу. И когда я там одним глазом заглянула, поверьте мне, потом ночью снилось, я не могла уже... Глаза. Раз тут нету телевизора. Телевизора у нас нету, мы тогда